Благодарю вас всех, депутаты, за вашу открытость. К сожалению, мы не со всеми увиделись, с кем хотели увидеться. Мы и письма писали в разные инстанции, не буду скрывать, и в парламент писали, к сожалению, встреча не состоялась. По каким причинам? Пока. Ну, 3 месяца прошло, но еще подождем. Мы молодые, у нас время еще есть в запасе. Да, вам спасибо за открытость. Я считаю, очень важно в демократическом обществе, когда люди разных сфер, с разных структур, да, даже из оппозиционных структур общаются, разговаривают, доносят друг до друга какие-то вещи важные. Тем более я сам сухумчанин, в Сухуме живу, и все, что происходит в городе, это для меня все очень важно. И мне хотелось бы говорить более о вещах, скажем так, принципиальных. Да, и многие даже, кто мои коллеги со мной не согласны в моих, так скажем, идеях. У меня есть такая уверенность моя, я свою точку зрения давно доношу, что мы максимальное количество в Абхазии позиций властных должны выбирать, конечно же. Я когда эту тему, в том числе и в прошлом созыве, здесь много было людей, которые за это выступали, тогда мы такую небольшую акцию тогда начали. И тогда говорили, вот это делается, вы делаете это против Хараси. До этого, когда тему поднимали, был мэр Лабахова, говорили, вы это делаете против Лабахова. Сейчас мы эту тему начнем, кто-то скажет, вы это делаете против Эжика. Ну, у нас, к сожалению, люди привыкли, что когда ты что-то предлагаешь, значит, это кому-то во вред хочешь сделать. Или себе на пользу. Но это моя принципиальная позиция, не то, чтобы мы мэра выбирали, да, городов. Я считаю, мы и главы администрации сел должны выбирать. Потому что только так можно выстроить систему ответственности между властью и народом, только так. Потому что когда какой бы хороший мэр не был, он ответственен перед тем, кто его может назначить, и перед тем, кто его может снять. К сожалению, это так работает, не только в Абхазии, так, это везде так. И поэтому, чтобы и компенсировать, так скажем, и мэра, чтобы мы граждане сухумчане, сами выбирали, и, конечно же, местному собранию надо дать больше полномочий, в части, я считаю, контроля за деятельностью администрации. Чтобы система друг друга дополняла, была система сдержек и противовесов, чтобы я спокойно знал, что есть мэр, которого я выбрал, и даже если у моего мэра будут какие-то проблемы, есть местные депутаты, которые его будут контролировать. У меня такая мысль есть. Первые мы кому пришли поговорить, вот Сухумское собрание, вы все-таки столица, и я думаю, никто не обидится в Абхазии, если мы с вас начали. У нас также в планах увидеться с собраниями местных, с Ачимчирским, Гудауским, все собрания проехать, если у нас какое-то консолидированное мнение будет, да, у всех. Мы можем представить эти реформы, да, в парламенте находится там ваше видение по каким-то, мы можем дальше дополнить это и более какие-то, скажем так, кардинальные какие-то реформы предложить, если мы можем ссылаться на то, что нас люди поддерживают. А те, кто непосредственно с людьми находится, грубо говоря, если местный депутат говорит, что это надо, и со всей Абхазии, вы можете смело говорить от лица людей. Кто может от лица людей говорить? Вы можете говорить, депутаты парламента могут говорить, президент страны может. Вы, Беслан Федорович, при всем моем уважении не можете. Надо спросить. Да. И мы не можем. Да. И я не могу, меня люди не выбрали. А вот они могут. Наверное, надо посоветоваться еще с жителями. Это они знают. Да, поэтому да, мы можем какое-то консолидированное мнение, мы всех увидим, со всеми пообщаемся, какое-то консолидированное мнение, представить его в парламент, и парламент, я уверен, нас поддержит в этом вопросе, когда за нами вся страна будет, грубо говоря. Спасибо.